Это программа «Актуальное интервью». В феврале этого года был назначен новый генеральный директор венчурной компании «Якутия». Среди стратегических задач венчурной компании «Якутия» значится проведение акселерационных программ в сфере высоких технологий. О том, какими инструментами обладает венчурная компания «Якутия» и кого призвана поддерживать в первую очередь, поговорим с генеральным директором компании Василием Ефимовым. Василий Васильевич, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, о венчурной компании «Якутия», об истории создания, о текущем и новом портфеле проектов. Венчурная компания «Якутия» была создана в 2011 году вместе с технопарком, как часть инновационной экосистемы Республики Саха-Якутия. Но активная деятельность началась в 2013 году, инвестиционная деятельность. То есть с тех пор мы проинвестировали 47 проектов на общую сумму более полумиллиарда рублей. Так какого отраслевого фокуса у нас на текущий момент нет по действующим положениям, но одно из главных требований – это, конечно, наличие регистрации компании на территории Республики Саха-Якутия. Ну и, конечно, с момента основания компании нам удалось сплотить очень мощный коллектив профессиональный, и это одно из наших также достижений. Скажите, какие из этих 47 проектов, которые вы уже реализовали, можно назвать наиболее значимыми, которые венчурная компания «Якутия» поддержала? Да, действительно, 47 проектов мы профинансировали, но через нас прошло несколько сотен. Но если выделять проекты, то я бы начал, наверное, с компании «Вектор». Мы осуществили успешный выход в 2018 году, они полностью погасили свои обязательства. Это компания, которая выпускает теплоизоляционные материалы под брендом Эковата из переработанной макулатуры. Достаточно успешный проект и востребованный. Далее я бы хотел отметить компанию РОС, ранее назывались Республиканская образовательная сеть. Это провайдер доступа в сеть интернет в более чем 200 школах, 600 подключений. То есть дети обучаются посредством конференц-связи в 31 УЛУСе через эту компанию. Далее я хотел бы, наверное, отметить двух резидентов Торг-Ангаласы. Это компания БГ, производитель лакокрасочной продукции. Саха-Липснели, это котлы для хлебопекарения, которые успешно реализуют свои проекты также по всей территории Республики Саха-Якутия. Наверное, следует отметить также проект «Ягоды Якутии», то есть их продукцию вы видите практически на всех прилавках в магазинах города Якутска, и других населенных пунктов республики. Также у нас есть проект «Норвежский парк», это всем полюбившееся место для отдыха, один из недавних наших проектов, веревочный парк, который находится на территории Северной Мозаики. И одной из наших последних инвестиций – это проект компании Bergen Games, разработчики мобильных игр в жанре Hidden Object, в том же жанре, в котором работает компания Майтона. Там очень сильная также команда. Вообще рынок мобильных игр оценивается в 2018 году на уровне 70 миллиардов долларов. То есть это один из примеров, когда мы проинвестировали в компанию, которая имеет потенциал выхода на внешние рынки, и рынки достаточно объемные. Получается, 8 лет работы и 6 лет усиленной работы. Какими вы видите развитие венчурной компании на долгосрочную перспективу? Вообще, я бы, наверное, отвечая на ваш вопрос, начал с текущей деятельности, что мы делаем сейчас. Значит, у нас первое направление – это работа с текущим портфелем, в том числе компании, которые я вам озвучил. Это мы должны обеспечить выходы успешные из этих проектов, это выходы из уставных капиталов, плюс погашение с их стороны займов перед нами. Второе направление – это так называемая предпассивная стадия. Для этого мы создали совместно с технопарком фонд развития инноваций, который призван финансировать проекты на самой ранней стадии, предпассивной. Это будет в форме акселерационной программы. И акселерационная программа на этот год, она планируется под IT-проекты. Далее мы будем расширять наш отраслевой фокус. И третье направление – это создание пассивного фонда совместно с компанией БЭП Инновации. То есть пассивный фонд – это уже следующая стадия после предпассивной. И, в общем, эти три основные направления. Но если говорить о горизонте 7-10 лет, то, конечно, мы бы хотели стать больше, перейти к модели фонда фондов и создавать совместные фонды уже не только с инвесторами с госучастием, как ВЭП Инновации, но также и с частными
То есть таким образом мы увеличили бы доступ к венчурному капиталу на территории Республики Саха-Якутия. Ну и затем дальше мы планируем развиваться и в другие регионы. Да. Ну, вы упомянули об акселерационной программе. Что это такое, в чем ее роль и чем акселератор отличается от других видов поддержки проектов? Ну, вообще, акселератор, он получается у нас первый на территории республики, да, и вообще на Дальнем Востоке. Его основная роль, получается, это финансовая поддержка, образовательная и менторская. Также инфраструктурная. То есть участники акселерационной программы, они получают финансирование до 2 миллионов рублей, они получают доступ к коворкингу бесплатно. Также и самая, наверное, ценность акселератора – это менторство. То есть менторы – это опытные предприниматели, которые знают отрасль этого проекта, и они готовы вот содействовать в развитии этого проекта, корректировать бизнес-модель, их состыковывать с инвесторами и так далее. Ну, менторство – это, наверное, наиболее самая такая ценность для стартаперов. Ну, то есть акселератор в большей мере направлен на поддержку, получается, IT-проектов, да? Да, на этот год, да, это так. Ну, а может быть, какие-то другие инвестиции в другие проекты наших местных предпринимателей запланированы? Вот вы упомянули ягодный проект или еще, может быть, что-то? Да, в рамках Фонда развития инноваций у нас будут разные акселерационные программы. То есть сейчас это IT-акселератор. Далее вот мы планируем создавать акселерационные программы вместе с корпорациями. Ну, например, Алроса, да, то есть под их потребности. Также мы можем делать акселерационные программы уже под другие отрасли, ну, например, вот креативная экономика, скажем, да, то есть это уже будет зависеть от потребностей рынка. Если будет потребность, мы, конечно, будем рассматривать вот возможность участия в создании новой акселерационной программы. Ну и сейчас вот в ходе обсуждения у нас экспортный акселератор, так называемый. Что будет в этом экспортном акселераторе? Ну, потому что это уже следующий этап, это будет не в этом году, это будет несколько позже, потому что многие компании не знают, как выходить на внешние рынки. То есть и миссия вот экспортного акселератора будет в том, чтобы помогать им находить партнеров, по сути, покупателей на внешних рынках и вот таким образом содействовать компаниям. В рамках Восточного экономического форума в сентябре прошлого года было подписано соглашение между правительством республики и веб-инновации о создании Дальневосточного фонда поддержки высокотехнологичных проектов. Как это соглашение будет реализовываться и какова роль венчурной компании Якутия в этом? Да, это получается как раз-таки пример создания совместного фонда пассивного. То есть это в форме договора инвестиционного товарищества. Сейчас вот вообще на рынке венчурных инвестиций это наиболее удобная форма. И, кстати, это фонд создается без образования юридического лица. То есть это одна из его таких отличительных особенностей, помимо прочих. Значит, пока что мы находимся на стадии переговоров, подписание у нас ожидается в июне месяце, но пока мы планируем со своей стороны проинвестировать 150 миллионов рублей, со своей стороны также и веб-инновации 150 миллионов, то есть таким образом будет сформирован фонд на общую сумму 300 миллионов. Потом, после этого, мы планируем вовлекать инвесторов из других регионов также, и осуществлять, возможно, функции управляющего товарища. То есть будем также проходить через инвестиционные комиссии совместно с веб-инновацией и так далее. То есть проекты будут подавать на инвестиционные комитеты, которые будут рассматриваться. Вот вы неоднократно упомянули пассивной фонд. Чуть подробнее, что это такое? Да, тогда я начну, наверное, что такое предпассивная стадия. Да? То есть есть разные определения, но мы как для себя решили, что предпассивная стадия – это, во-первых, компания, которая пока что не имеет выручки, это не обязательное условие. Основатели это являются единственными фактическими работниками, то есть это 2-4 человека. И они находятся на стадии разработки так называемого минимально жизнеспособного продукта. В идеале, конечно, они должны иметь прототип. А пассивная стадия – это уже когда команда расширяется, это уже около 7-10 человек, компания имеет выручку, у них уже более понятная бизнес-модель, скорректированная получается, да, если это необходимо. Это основные такие отличительные характеристики предпассивной стадии. А какие бы значимые мероприятия за прошлый год вы бы могли отметить? Что самое было интересное, самое полезное, может быть? Да, у нас на самом деле достаточно большое количество мероприятий, в которых мы являемся организаторами, соорганизаторами, в основном это с технопарком Якутия. Это не только 2018 год на самом деле, но если говорить о прошлом годе, то, наверное, это
IT Weekend, который мы провели совместно с венчурным фондом, пассивным венчурным фондом из Гонконга. Вот, приезжали, получается, эксперты из Кремниевой долины и так далее. То есть у нас это был достаточно такой большой вклад, на мой взгляд, да, потому что мы, так скажем, протестировали гипотезу, насколько наши стартапы готовы общаться с инвесторами из той же Кремниевой долины, ну, из других стран. И все проекты, они выступали перед инвестором на английском языке, и, ну, в целом это прошло очень успешно, на мой взгляд. Там у нас было и образовательные лекции, у нас были и питчи перед инвесторами, также мы провели хакатон. Вот, и в целом все прошло очень успешно. Ну и, наверное, отметил бы мероприятие, которое мы провели с Фондом высоких технологий в прошлом году. Фонд высоких технологий – это венчурный фонд, который имеет размер фонда около 5 миллиардов рублей. Вот, и они приехали сюда вот с поиском, в целях поиска проектов. Вот, и также мы организовали питчи. Вот, и проекты сейчас с ними на данный момент работают. Ну вот скажите, какие можно дать практические рекомендации начинающим предпринимателям, у которых, может быть, пока созрела только идея. Вот появилась идея, блестящая, на их взгляд, идея, что делать, как развивать, куда идти, как стать участником, как получить инвестиции. Да, наверное, основной совет был бы в том, что да, идея это действительно хорошо, там, да, она может быть. И, как правило, стартаперы это творческие люди, да, которые с творческим подходом, но иногда они забывают о том, что предпринимательство, оно также требует некой дисциплины. То есть это не такой простой процесс, это достаточно тяжелый. То есть, чтобы встать на ноги, компании, наверное, придется провалиться несколько раз перед тем, как найти свой путь, и быть к этому готовой. И да, наверное, это все-таки дисциплина. Я не говорю о финансовой дисциплине, гасить что-то. Это именно последовательные шаги. То есть развитие стартапа, она всегда начинается с той же предпосевной стадии, и далее идет на посевную, серия А и так далее. То есть команды должны понимать, какой у них путь, у них должна быть понятная бизнес-модель, они должны быть готовы менять свою бизнес-модель. То есть не относиться к своему проекту, как, так скажем, все относятся, наверное, как к своему ребенку, но тем не менее нужно корректировать, иногда даже отказываться от своей бизнес-модели и ее менять абсолютно. Ну и в завершении беседы, может быть, какие-то пожелания начинающим или уже действующим предпринимателям, вашим участникам? Да, но я бы призвал быть более активными. Да, у нас как раз начинается с 5-6 числа пройдет стартап-тур. Это достаточно большое масштабное мероприятие, в рамках которого мы как раз и объявим участников акселерационной программы. Участвуйте в таких мероприятиях, общайтесь между собой, и создавайте классные продукты. Василий Васильевич, большое спасибо, что ответили на наши вопросы. Ну а я напоминаю, у нас в гостях был генеральный директор венчурной компании «Якутия» Василий Ефимов. Это было актуальное интервью.